Как вас зовут? Миндебану. Ага. Как правильно обращаться? Миндебану апа? Миндебану. Ханум? Ага. Апа. Вам сколько лет? У меня сейчас 87 будет. Ага. А где вы, Я с 34-го года. где вы родились? Я родился в деревне Биектау, Кызылъюлдызский район раньше был. А потом Рыбный Слобода, это, Рыбный Слободский район. А деревня? А сейчас я не знаю какой. А потом мой отец работал в колхозе прорабом и бирбошиком. Колхоз начался, он ездил по селам нашего колхоза, приходит помогать работать, на работу, кто хотите, кто желает. И приглашал, приходили люди и понравился, остались жить, строились. А потом из района отцу мою Каримуллин Якубу вызывали Мамадышевский район. Мамадышевский район, да, опять же прораб, и это стройка новый совхоз, агрегат совхоз Мамадышевский совхоз строится. И там он участвовал. И вот это все тоже опять по селам ездил, на работу приглашал жить в эти совхозы, чтобы строиться. Там тоже дома ничего не было, но земля, район Мамадышевский, помогает все. Вот. Он все, настройка на всю эту организатор прораб. И всей семьей эту совхоза переходили всей семьей, все родных своих. Отец мой уговаривал, вот в совхозе жили. Оттуда уже строился все нормальный. Первое место, совхоз такой широкий, там это крупные рогата и птичьи, и это свиньи. Ну хорошо все, через план выполняли. А потом вызов, как он отцу Астраханан уже вызывает помогать, приходите у нас зерно, мы посеем, а убирать не умеем. Приходите, как нам эту на уборку убирать. Зерно помогите. И вот отец опять все села, и то опять людей вызывает. Хотите Астрахань ехать, там это рай, там виноград, там яблок, там арбуз, дынь, все это, как рай есть, все фрукты есть. Хотите, давайте, Астрахань нам целый эшелон посылает бесплатно, всю семьей. Дома жить есть и приглашает. Это какой год? А? Какой год? В 40-м году, это весна. Весна, да. Но это зима, да, уже было приглашение, телеграмм А пока люди собирают, пока думают, уже весна. Весна, не знаю, я уже я же маленький, 7 лет была. Но как отец и не разговаривали все, это так в памяти осталось. Вот.
ну, люди собрался. Опять своих родных. Он свои друзья всех это уговаривал. Но люди уже с удовольствием уже собрались и приехали в Астрахань. Мы на первом вагоне были. Это вокзал и уже приехали. Значит, не знаю, через сколько это суток. Да. И там это раньше же машин не было. Арба четырехколесный. Музыка, гармошка, такое это, людей много. Оказывается, все председатели из Фонтова, из Кирпичной узы, из Нариманова, из Солянской, все председатели приехали, люди эту вагон нам встречает. Вот. Мы на первом вагоне, я всегда с отцом. Маленький был такой, это, все хотела знать, но не остался никогда от отца. Всегда с отцом ходил. Вот. И кто это как? Покупатели, председатель. Председатель спрашивает, кто главный. Отец Хармуни Якубья. Вот, давай, первый вагон, это наш Осокной-Бугуренский, раньше Яртубе назывался, это село, наше, это Осокной-Бугур. И это Зайнетдинов, это председатель, потом Хурвангали, дедушка, его фамилию забыл, не знаю, туркменские фамилии его. Потом Зайнетдинов Якуб был, потом много были председателей. Вот, говорит, первый вагон, я туба, я вот председатель, вас забираю. Из этого первого вагона мы в основном попали. В основном Арба сели, все приехали, Саратовский гармон, а в нашем вагоне это крещеный, это татары были, Баев, Мичурин, потом Афанасьев, они в гармошку, аккордеон, двухрядка, у нас тоже вагон веселый был. Вот, приехали, вот сейчас новый, это у нас, особенно в Бугуре, мечеть строился. Этот мечеть был раньше, это пластиновый, вот, этот. Потом, вот прямо на мечеть такой, это двор, это красивые цветочки, там все разные цветочки, разные, это игра, грибок сделана была, игра, шахмат, домино, а это я ничего это не понимал, потом и сейчас. Шахмат, домино, все это что такое, я все расспрашиваю, я все хочу знать. Потом. Вот приехали, это мечета, мулла, азан. Аллах Акбар, приглашает, встречает нас. Ассаламу алейкум, говорил, это Хаджаев, это мулла Мустафа Баба. Вот. Ну, мечетка, она революция, было же такое время, чтобы молитва не существуется. Мечетка нельзя, не приходит. Ну вот, люди уже не ходили, боялись все. Тогда штрафовали, да, наверное, это. И вот. А мы мечеть делали клуб? Мечеть, потом это сделали молодежи, но отцы у нас тоже с 9-го года он день рождения. Его мамин братья, старший 900-й год, второй брат 905 год, ну молодые же,
клуб. Вот клуб походили. И это... А вы это помните, уже вы помните, сколько приехало из Татарстана в Осыпной Бугор? Сколько людей? Людей много приходили, много семья. Сели вот эту, Эшелон же. сели, Но они сели не- вагон в эти, Вагон, да? в нашем селе. Мгм. А другие вагонларга другой, это Киринчинскийлар, все уже Мгм. каждый свою Вагон. они мы ехали уже не заботились, мы сели, поехали, нас добрали уже, остальные сами уже так. А Каждый, да. А в Каждый Осыпном, сегодня. в Осыпном Как? Бугре сколько людей жило тогда? Местных? Тогда мирные люди, да, Местные? да, местные люди, не знаю я уже, тогда нам не нужно было. Ничаиды, например. Ничаид. Дом много был, пластиновый дом был у богатых, Андреевларда, Мусаевларда, у многих же пластиновый дом был. Олар өзлерін татар деп айттылар ма? Или? Да, Ноғайлар татар деп нугайлар, Ноғай деп, татар ноғай деп айтты. татар нугайлар, потом Харагаш нугайлар, Тоже были, да? потом еще что-то какое-то, ну, казахлар Мгм. был, все татары были, русские не было, только один русский был какой-то раньше, это 30 каком году он, война был же тогда, из этого войны, да, на Финский своей война. родине не пошел, Губин, это был, Губин, Олар, да? да, они, а потом еще, вот его фамилия забыл, а еще одна, в эти же, где рядом Губин живет, там жил он тоже русский был. Ой, фамилию я забыл. Нет. Вот сразу мы приехали, это Губин, это кузнецом работал на Яртубада. С отцом познакомился, понравился отец мой такой шустрый. И а сразу наши отцу бригадиром уже, свои родные, сам будешь бригадир. Мгм. А потом нас там в этом Мишиде во дворе, каждая семья, у кого пятистенный пластиновый дом, у кого вот одну семью брать, временный. Население. Да, брать, там уже договорено было нет. Ну, каждый взяли. То есть вы к местным подселялись, на- да? Нас. Я одна. Аширов Хайбула, дедушка подошел, Яков, у тебя сколько детей? Отец говорит, вот одна дочка, о, это нам хорошо, мы вас берем. А он, жена и сам жил. А дети уже взрослые, замуж вышли двое, дочка, сын, женатый. Нас забрал к себе. Мгм. К себе. Каждый люди самовольно семью забрали уж. Наши мамин братлар тоже Измаил Играилга, Кнейлерга, Чингизларга, потом вот Минханабыларда тоже фамилиясы Даудовлар. Мгм. В общем, всех забрали, а кто остался, вот в нашем стране на Бугуре, Ферданелер живет, вот клубная улица, да, где берег крайний, туда попал Мизила Пайдар, мамин сестра, бабушка, или мамин мама. Они в этих уголках, потом Байфлар, потом Афанасьевлар, потом Мишуринар нет, Асия Пайдар. Это папин двоюродный там братья, Сафиула Бабалар. В эти рядка
тоже до дорога, вот, где эту Зрема Мадар Турнахада, казанскийлар, каждый это, в общем, все уже обеспечили, все. А потом вот флюралар где живет, ну, Балтайлар, там тоже два семья, одна бабушка была, они тоже, в общем, И все шел уже к распределены, да, вот эти. Колхозда сразу начали работать, да? А? Колхозда начали сразу Колхоз, Яртубеда. Сразу начали работать. Да, это да, Аширов Хайбулла это как именно, ну, как работать, как делать, как сажать, все это он отцу это учил бригадиром, вот это клубный, вот самый крайний, то есть находя дальше, эту бригаду Но уже. первоначально вас же привели сюда, чтобы убирать пшеницу, но рожь, да? весна, да, зерно не созрело же. Потому что Да, здесь это- не умели местные. А? Местные не Не умели. умели, они Косить не умели. косили это. То есть они посеяли? Да. А убрать не могли? Нет. Да, Мгм. они косили эту, она, как Косой, сено, косой. косит же, Ну-ну. косит, шити косили мужики, Мгм. а эту молодежь, по одной там собирали, сноп делали, снопа делали. А когда уже созрела, она косилкой же все Осыпает? падает же на земле зерна половина. Это какое зерно? Это Пшеница? это уже августа айында это зерно. Не До зерно. этого Не зерно или рожь или... рожь, пшеница, а зимой да, они сажали первые пробовали, годы, 39-й, 38-й, да, они сажали, Пробовали, не да? были, да, но зерно хорошо было, это дождевальный, нет, поливной же, да. Зерно хорошее было, но убирать не умели. Половина на земле, половина эту. Вот, а я уже пока весна, зерно не созрели, мы это, в бригаде шли Бахчадайнде. Все опять отец свою родных, всех свою, она где ферма, была ферма, вот в эти землях, Баткашные, вот в эти бригады, вот. Потом второй бригада была это, как ее, Нет. где это, Расскажи, первую баню когда построили? первую баню там, в эти, на фирме, на бригаде, эту, как землянка, эту рыли в угор. И так баня сделали. Первую баню сделали, они сами мыться. В Осыпном не было же бани раньше? Нет, какой баня, там вот круглый, большой круглый таз, Тазик. в эти тазы-то ведро да греет, хуман блин, так купались все дома. Сперва дети, Да. потом взрослые. Да. То есть у них был И душ раньше, такой, да? Да. раньше совсем Тазик баня, большой, есть они такие тазик большие? Вот в этом. бани вообще не знали они. Потом интересно, когда в селе уже стали жить, и в селе эту построили, строили вот, баню. да, строили байфлар, плотниклар, Мгм. ага, Общественная, ничего не что вот, Общественная? баню Они сделали. потом до общественных делали. потом- общ- Да. Мгм. Потом это вот в 40-м году уборка, убирали в степи такое это, сделали землю, да, мягкое место, это очищали это пшеницу, ладно, в этим ручной молотилка, палка длинный, на палке еще кусок палка, края завязанный, вот с эти бьет пшеницу, все, кто топтает лошадями в эти, эту
ходят мешки завязанные. А вот технологии вы привезли, да? Да, это Казанский. казанский, как эта уборка делает, как. Раньше молотилкалар не был же это такой, это. И у нас же А так же было. боевые были плотниками, да, все? Ага, он плотник, а они это. По дереву. Да. Вот. Они все это делают, это палкалар, оружие. И это мы это родные одногодка, 3 мальчик Равиль, Зиннур, Абдулхай, это дедушкин дети. Они на конях сидят, наверху сядут, и это лошадями ходят, тоже топтают. Зернада. И это работали тоже. Детям же интересно же. Ваш папа был бригадиром, да? Отец мой бригадир был. Все, и зерно хорошо, урожай хорошо. Кстати, он, качественный, хороший. дедушка оставил в истории, у него фильм снялся. Все это... Звезды не гаснут, или Нариман, как называется. Звезды не Да. гаснут, не гаснут, кажется. Если что, там в интернете посмотрите. Там наши дедушки, вот эти, они снялись как раз. Это Вот фильм. документально? Овощи. Документально? Не, не художественно. Они как тоже. массовка там были, что ли? Да. Мгм. Они все имамы там, ну, мулы, а там как раз он ходил в мечеть. Это какого года фильм? Да. 50 какого года? 55-го года? Фильм какого года? 55-57-го? Нариман Дана. Ага, Нариман. Это Нургали был инде 60. Нургали ходил же, фотографировался, ходил эту на кино. 60. Киноға. 61-му, 60-го, 65-го. Нет, когда снимали, фильм когда снимали. Нургалиға инде Раньше снимали фильм. Ну, шел Нургалилар белән, и Нургали же ходил всегда с отцом. Да. Нариман, это карточка есть у нас, это кавказские одежаларда одеты около этого церковь-то фотографированы они. Потом на кладбище Зиратта красный мак. Раньше красный мак много было, что-то не знаю, они кто-то сажал, что ли, там нашу Зиратта кладбище, да. Мак вырос вокруг прям такой, сильно много. Как раз в был. этот год, да? Вот. В эти прямо это фотографировался. Потом, это папа у нас заболел, Москвага. Нариман Нариванова, эту мешитка, вот эту, которую Юнус мешитка, спрятался, Нариман зашел, а эту мешита, эту табат гуршанчик, гроб был, двое уже это молитвы считает, это копает, это отвести надо. В это время и Нариман зашел на эту Юнус Мишитна. Кино рассказываешь уже? А? Кино рассказываешь уже? Да. Мишитна. И это Нариманна пустой гробка. Его положили, и первые его увезли. А потом эти, которые Кавказлары зашли, сюда зашел Нариман. Вот смотрите, там двое, это мертвый человек есть, а которые Нариман его первые увезли. Они еще не приехали, а у Наримана это церковь подвалдан зашел, а пока они эту искатель зашел, он уже в нашем мечети был. Так, отец рассказывал инде так. А Сабантуй проводили в ваши времена? Сабантуйлар был дома? Да. А Сабантуйлар, это Майдан, раньше Майдан говорили, Нугайлар. Вот на Наримановском районе, Нариманда, был всегда место такое,
борьба, шундай нелер, игралар разные. Yok, mına Kazan'dan kelген kişiler indi ular Сабантуй уздырмадылар mı? А, не успели там какой-то сабантой. В 40 году приехали, в 41 году уже война начался. В 41 году. Вот. В Но до 41 этого был Ногайский, да, как бы Сабантой все-таки? Это в 41 году, а мы теперь же, потом в 41 году август, 23 августа мы в Бахша раньше люди, эту бригады, кто работает, ночевали. Утром рано, 4 так вот вставали, работали до жара, до это. А потом это, обитаемый отдыхает, кто идет домой, идет, это, обратно вечером уже приходит, ночует бригада. Да, темно, да, тоже поливали. Прополка работали. Вот потом в 41 году, 23 февраля тоже бригады были. Это комиссариат, говорили, не комиссар, военный человек такой солидный, коричневый коня. Такой прям блестящий коня. Вечером приходил, он военный, сумка тоже коричневая, сам военный такой, волос такой, раньше волосами люди были, такой это. И я тоже бригадка пришел, кто Каримуллин Яков? Спрашивает, а ты, говорит, я. Вот. Потом ассаляму алейкум, он татар, значит, был, поздоровкал, потом с коня зашел и это людьми, это нашими дедушками поздоровался, это потихоньку разговаривали, а мои дети играем, это видим, слышу, это наша мама, бабушка плачет, что такое, нам ничего не говорят, ну, война, это, дебен татарша, это сугыш, где, это, Бахчада никто не дрался, что такое, мы ничего не понимаем. Потом он говорит, вот отсюда дает, вот поручение из военкомата, 5, это, такой толстый, это, книга, оказывается, это тетрадь, а там фамилия, которая на война, это, Забирать. ага, забирать. Отцу говорит, особенно в Воронске первый. Это вот, это особенно в Воронске. Вот. А потом там все написано, кому передать. Кирпичный фунту, кому фамилия там все есть. Вот. Поручение тебе. 23 это августа. Вот. 25 обязательно отправление, чтобы без опоздания 11 час, чтобы были в это приезжал до 17 пристанда. Вагонlar, пароходлар уже готовы до Волгограда, чтобы без опоздания предупреждать это срочно. Это вот он разговаривал потихоньку, это ушел. Отец говорит, ну тогда я хоть эту 2-3 книгу могу это отвезти, пускай заранее готовится. Ну, я опять
арба запрягали и поехали опять с отцом. Я не оставался никогда. А ты куда? Я туда. Всегда. Вот кирпичника передал, фунтового передал, веселого передал. На Гурева третий кирпичный. Тогда все передал. собрал команду, да? Все это передал. Мына сіз қазір Потом... Ани, А? перебью. Сіз енді мында келгенде татарлар менен, ноғайлар менен тату болдылар ма? Да, дружно был, прям как это. Стычек не было, ничего не было, да? Нет, Разногласий не было? нет, никак. Все прям татары, деп, казанские татары. Они уже прям нас, эту, гости собирают, то домой приходят, то все. Даже ребята, молодые ребята, вот меня всегда с собой Хайбулла Бабадан спрашивает, он уже, наш уже родной, это, отец же уже, папин, это, читает, он старый дедушка. И это рядом соседи, ребята, вот 25-го, 27-го, 28-го года, такое ребята, меня это, спрашивает дедушкадан Хайбулла Бабадан, это, пускай с нами в это ворота чтобы нас по-татарски, казански учит, танцевать, петь, тоже это учить хотим. Олар ничек разговор, какой у них был разговорная речь? Ну, у них это, го, айттымшы кетшімінен, шундай, у них это, қошымшалар деймше, айтады. Был это разговор, как казахский разговор такой, похоже было. Харагаш, Нугайлар тоже такой же, у всех. До сих пор же Келенчинский, какой он у них, другой же, все равно татары же, да? Вот. И здесь тоже такой... Нугай деп язылмадылар, да? Олар только татар деп. Татар деп язылдылар, наверное, Нугайлар деп. Раньше это не спрашивали же, кто ты казах или где-то крещенный, не спрашивали же. Раньше не спрашивали ничего. И это... Вот, ребята, это... Шукай Гафурлар, Затлар, инде шундайлар, Алиев Каримнернен, абылары, это... Много рядом Аббазов, Талгат, Аббазов Талгат, бар еді, Аббазов нелерін, Бекмырзаларын нелері, роднялары, шундай молодежь. Всегда меня кино водили, всегда это... Заттан, Казаннан енді шул Биіктаудан ешкілер көп келді, да? Много, до нас тоже. Раньше здесь не могли жениться люди. Это Колым много, которые сватать хотели, но теперь уже родители идут, узнают, эту девушку дают или нет свою сыну женить. Кто давать хочет, много Колым читает, спрашивали. Зимней одежды с головой до ног, летней одежды, это 9 считали, подарок, 9. Тоғыз деп айтады енді. Там золото, все это, кольца, все это, ожерелье, это все читали, это спрашивали. Так уже нет, давать денег-то нет, такое богатство-то нет. Вот и не давали, чтобы это раз нет, подарок. Поэтому казахстыларын алды. Вот тогда вот раскулаченные муллаларды раскулачили же в 30-м году. Да. Вот из села, из нашего Биектаудан там много людей, эту родителей раскулачили, эту
девчаталарын налог за налог задолжены, девчаталарын забрали же многих. Вот они это убежали все, молодежь. Оттуда. Женщины, да, из каждого села уехали. Ульяновскийдан, Винзенскийлар, Оренбургский татарлар, все здесь. Особенно в Угре, другой городе, все татары наши. Вот у всех, вот, сам Нугай, казах, жена, это татар казанский. Вот когда они взрослые старые, вот это расспрашивают, ну вы из какого района? Я молодая, я же район, наверное, не знаю. Ну, татар, казанский татар. Вот дедушка наша, Хайбула, дедушка тоже, первая жена умер, второй жена, да, дети нет, Латифа. Это тоже казанский татар. Откуда мы это не знаем. У всех жены это умирали, и все вот казанские татары у всех брали, женились. Бесплатно они прячутся, это молодежь, надо жить, дом надо, степта не будешь жить. И вот замуж выходили так. Ну, айларға, қазақтарға, түркменларға. Вот, это туркменда, Тхунтовада тоже татарлар много, тоже разный. А вы в итоге за кого? А? Вы за кого вышли замуж? Я Да. тоже, он 5 лет остался, свои родители, Нуай, это папа это, она, линейный, да, Янгастер. тоже Ленин, да, тоже татар. Татарлар. Но жили, это атасы жил, это Наримановада жил. Наримановада. Мамасы здешний наш, особенно в Украинской, султан был, отец его, Абдрахманов султан. Мамасын... Олар Нугай деп айтылар, да? Да, Нугайлар, ага. Вот дедушка... Олар Нугай татар деп айтады ма? Да, Нугай татар. Нугай татар деп айтады, сөз бар еді ма ондай? Yok, такой, не знаю, или писали так, или не знаю. Раньше что, паспорт не был, что ли? Что там, кто спрашивал? Все татары были. Все татары. А это Абдулла Баба, Рамазанов, Абдулла Баба, у кого это? Жоқ, просто қазір сөз бар еді енді, онда татарларда Йортовский Нугайлар, Йортовский татарлар деп, Ертлар деп, Ерттар, земляне. Ондай зат бар еді ма онда? Не знаю, он я таких не знаю, но вот муж знал, все вот знал он у него хороший все это память был, вот кто мулла первый год, первый Машар мулла, вот первый это был здесь, потом Машар мулла, она Шарамнар, Фәузия қадағиларын әділері. Шул татарский театрларда ясаған уақытта қашан болды? Он да инде, я уже детство, как на эту школу ходил, так выступал всегда. Вот татарский учил танцевать, песни петь. И театр, это уже первый класс, я всем учителям понравился, такой был я шустрый, я и на танце музыка сама играл, сама без гармошка, без гармошка, каждый, это, собрание, вот родительские собрания бывает, я уже всегда выступал, всегда.
Это Давыдова Сара была моя учительница. Вот они даже сами... Давыдов это- плохая. а? Давыдов плохая. Олар тоже откуда-то. Мамасы тоже казанский татарка, да? Это учителя татарские, да, были все? Татарлар. Потом Учителя директор... все татарские были? А? Учителя все были Татарстана? Потом у нас директор Асия Элимбетова, революционердің дочкасы. Революционер. Туйбахтина Гульчира апай, учительница, тоже революционерная дочкасы. Олар откуда? Местныйлармы? Они тоже нет, тоже Казахские, Казань, да? тоже Казахские, да, татар, какой, не знаю, Ульяновский, но раньше не знали, не спрашивали. Нет. А я всегда, это революционер, даже мы революционерларын дети деп никогда не говорили. Прям так, шуп-шуп, такой разговор. Раньше боялись все. Революционерларды даже искали же детилерин. Вот они тоже откуда-то, не знаю, это, уехали, приехали в нашем селе. Вот Асия Закарьевна Иримбетова, она папасы революционер Туйбахтин, она Куйбышев, Нейлар, Барда, все это, крепостя же умерли. Там они это закопаны дивлар. Но они это про свои отцы, нам, детям, про революционерларда, так, где находились, где это, никогда не разговаривали. У вас в школе... Школа. Да, на каком языке вам преподавали предметы? А? На каком языке предметы преподавали вам? Мы татарский 7 класс учили. Казанский, татарский? 7 класс татарский уже, да, казанский, это Литературный татарский. книга, буквально татарский, казанский, это слово. Вот мы приехали уже, все уже казанский язык-то уже учили, как правильно Уже умели? разговаривать, они это уже нам все прилепили уже. То есть они у вас учились, да? этому? А? Понятно. Да. Вот, а потом свое уже язык, они вот, дети сейчас вообще никто не знает свои, дети, все вот сейчас уже местные никто. Я вот знаю, разговариваю по-новайски, они смеются. А вы, когда выросли, вы кем работали? А? Вы здесь остались? Работали. Да. Работала? Да. Война времени, да, здесь работали, с мамой окоп копать ходили, везде с мамой ходили, фунтовский большой бугор есть, до сих пор же есть в этом бугор, в этой бугоре копали, у кого один дети, два дети, все окоп копали. А у кого детей нет, вот мамин старшая сестра с 7-го года, Айша апайда, его без детей взяли на эту калмыцкую степка, увидели, это после недели механизм, после уже мало времени было это, когда уже наши отцу, вот 25 августа мы отправили уже эту причалдан, наш папа попал первый пароходка. Вот круг был спасательный, с буквы я видел, но остальной буквы закрытый было Пароход назвали. Пароход-то. Есть же спасательный круглар пароход-то. Вот прям в этих местах они снимали Давудов Ахат, высокий,
одногодка они, это Даудов Ахат, потом это Тухтаров это Хамид, потом это как его, Юнус Юсуп. Юсуп, Аким Тухтар. Хайтханов. Юсупов это Хажбин отец, Мәжид. Вот и мой отец меньше было от них. Он первый. У него Ленинградка темный, вишневый, бордовый Ленинградка был. Без шапки, без ничего. Своей дневной простой рубашкалардан они снимались. Первый пароход-то они попали. На войну куда попали? Куда попали на войну? Пароход-то. На войну куда попали? На войну, Волгоградка, ну, в общем, доехали. Волгоградка письма послал, я уже умел писать. Он послал мы доехали, мне старшина, кавалерийский старшина выбрали. Это уже пароход-то уже, да, у нее пока пароход-то по фамилию проверять, ребята наверх поднимайтесь, там стойте в одном месте, сказал, да, они трое уже поднялись и на минимум попали, трое. Даудов Ахат контузил, а Мәжид и Хамид Баба умерли на смерть. Он пока уже, я уже поднялся, я друзья, говорит, провожал, достарсыз қалдым деп айтайын. Без друзья, все друзья, Ахат досты увезли живой, контуженный, глазами смотрел, но разговаривать ничего не успел. И я, говорит, один, жду, другие солдатлар не солдатские, не одетые людьми, говорит, я жду, меня, говорит, в Берлин отправляет. Пока ничего не пишите, как в Берлин дойду, адресом пошлю письма, вы пошлете меня письма, такой маленький письмец получили от отца. А вот Берлин доехали, потом письма получил. Ну вот, все хорошо, все нормально, молитесь, чтобы я вернулся живой. Молитесь, всегда письма получил. Я каждый день 3-4 письма пишу. Папа, мы жив, здоров, как у вас дела? Когда приедешь, ты мне... В каком году? В 45-м қайттыма? Вот это... В 45-м или 46-м қайттыма? В 45-м январе, конца январда қайтты, 45-й. 45 январда пришел он. Еще война не кончилась? Ночью. Война кончил. Тогда 46-й был 40. Он его задержали, новый молодежь маршировать учил. Вот 5 месяцев он какой-то... Синхая, вот после школы где работала, расскажи. Я работала после школы, я особенно в колхозда работал. Меня колхоздан, бухгалтерского хотели отправить учиться. Мама меня не пустил.
Мама, ты меня одна, начальник будешь, в тюрьму пойдешь. Начальник. Логично, да? Меня не будет. Одна. Из 10 я одна. И в каком году замуж вышла, Инда? Я в 56 году. А это моя, это не жених, говорят, соседство, это тракторист, он Отец. в одном колхозе работаем, в одном бригаде работаем. Он всегда, соседка, ты готова, я готов. И сядем на трактор ходить, друзья. Он меня дружил своим хороший другом. Я ее другом познакомился, тоже сельский, хороший. А говорит, сам я, говорит, дружил тебя, а так, говорит, Ревновал. Ревновал. Почему? Сам зачем? А все это дедушка, бабушка говорит, эй, ты Бану добери, Бану гуляй. Мы ее замуж возьмем, она нам нравится. Ты будешь богатый, с отцом он помощник, помогать будет. Ты будешь богатый. Всегда сказала бабушка, но вдруг там сейчас не одни. Вот это друг Абдрахман, ему уже на службу, раньше 3 года же служили. Вот. Друзья, да, он приглашал 8 другу прощальный вечер. Адрашит, дедушка наша, соседка. Мы на работе, а он как раз на ремонте, оказывается. Бабушка сказала, я, говорит, хочу свою друзья вечер делать. Ну, бабушка согласилась. Одна у них сказала, ее резали. Готовится с мамой, мамой, а свою родной снахаса, она Ханлян, Рашишханар, обиделся, своя снаха ушла к себе, маме. Моей мамой они все это на вечер готовились. Посуда, все, чего от нас мама тащит. Мы поздно пришли. Мама говорит, сегодня Адрашид вечер делает, провожает Проводы. Друзья, вечер делает, гармонист своей родня. С гармошкой есть. Давай собирайся, все уже люди собирались там, тебя только ждет. А мы для этого раньше где работаешь, оттуда что-нибудь тащишь, думаешь, шабаш за шабашкой, но поздно пришли. На дороге милиция стоит, а мы по берегу, где вот, не торопясь, ходили, приехали домой. И вот вечер, вот люди уже Да? Вопрос есть? Ели, пили, вечер уже никак, люди не уходят. Он обиделся, гармонист играет, танцевали, веселились, пора домой. Играет гармошка и сама поет, все гоняет гармонистка. Люди не уходят, ребята. Музыка хорошо, но потом она собрался, гармонистка. Я, говорит, устала, мне завтра на работу. Как хотите, я уйду.
Потом люди ушли, все ребята. И это, Сам наша да, Сам? посуда надо мыть. Это наша же, я должен мыть. Он силой, это кухня, да, силой котел, казан, полная вода, горячая вода, все готовы. Вот мы мыли вдвоем. Писательство. Мыли уже 3 часа было, уже половина 4 кончилось. И бабушка, соседа ночевал, вышла. И хайрлы болсын. И мы так желали тебя. Невеста. Мы тебя так желали. Так и оставили ее. Да, мы тебя желали. А они все родные, братья, снохи пришли и хайрлы болсын, невеста будешь, невеста. Мы так желали женили. тебя, и так остался. Так и остался. Рядом это не ночевали, ничего. Убегать домой стыдно. Потом скажет, нечестный было, поэтому убежал. Скажет, странно. Слух пойдет на все село. Вот я и так остался. Но это хороший был. Ой, хорошие ребята раньше, наши ровесники, очень хорошие были дети. Не курили, не пили, не хулиганили, только работа. Никто не неграмотный. Сельские, да, ребята были Вот, все, да. все такой хороший. Колхозда инде, вот, все это, вот, наши отец инде передавил коммунист, до смерти он доскада был. Мало золотые медаль, это выручили его трудовой, добылись 3 у него. ВСК, телевизор подарок ВСК, это Родина, это приемник, и всегда премия деньгами даже это получал всегда. А татарские Хороший был там. газеты, журналы выписывали? Татар, да, много мам выписывал татарских. Да, Из Казани, да, имеется? в виду? Чаян, Азат Хатун. Иман Нуре, Азат Хатуна, вот это вот. У мамы много было журналов. Мгм. это, Как раз да. я практически этими журналами и немножко татар телен. Чаяны я любил. Второй- Картинки. Немножко нет, я любил, я как раз, меня мама учила как раз вот этому, приучила татарскому языку. Она мне татарские письма давала, письма писала все время в Мы школу. всегда это. татарские За счет учили. мамы я как раз немножко татарские языки прихватил. Ну, книжки, наверное, да, были татарские? Татарские книжки у нее все были, да. Они, газеты раньше легко читались, не как сейчас. Я сейчас вот сравниваю даже то, что было в то время, татарский язык, и то, что сейчас, немножко сейчас новые слова, новые, это я даже не понимаю многих слов. А вот то, что вот раньше, они какие-то легкие были, свободные были. Но мы всегда записались в Казанға, всякие журналы Подписывались. записали всегда. Казанлықтары. Казанутлары, много журналов я получал, много. Вот это. Я выступал всегда в клубта. Второй дочка была, это не было, даже беременная была, выступала. В татарском театре. А сколько детей? Ганеева, Фима была. Нас 4. Да. 3 сыновей и 1 дочь. 56-го старшего, Все живы? 56-го, второй дочка, 57 ноября, потом 3-й сын, это 60-го года, Нургалей,
Ильшат инде самый младший 67-го года. Июль, 14 июля. И отец тоже 14 июля. Подарок. Он подарок. Подарок. Мы думали, девчонка, а он мальчик. Мальчик, как девушка. Аллах шкар, у меня 3 сыновья, как девчонка были. Никогда вот они не дрались, не ссорились, у них никогда голос не повышались друг к другу. Такой вот дочка. Я баба у нас был жесткий человек. Но он тоже. даже когда шутил, он никогда не смеялся. И он всегда говорил, кто курит и пьет, тот не из нас. И у нас в родне никто не курил, не пил. У нас советское время. никто не курил. Ну, да. Мои даже мамин дедушкаларда, братьяларда, 4 братьев было, мама, они тоже не курили. Никто у нас родных курящих нет. Сейчас, Аллах шкар, это внукларында не курит. Внук вот старшего сына, сын тоже религиозный, учил, медресада учил, это диплом мугаллим. Его жена, я сама сватал, азербайджанка, девчонка, она тоже учился, у нее тоже на руках документ мугаллима, Миная, снахан хороший. Все снохи хорошие. Старшего сына 2 сын, 2 дочками. 2 дочка. Последний вопрос. Да. Можно вопрос? Да. Вы песни татарские. Татарские песни какие-нибудь помните, поете? Что пели? Татарские песни. Может, споете пару куплетов, если что помните. Очень хочется послушать. Пожалуйста. Когда вот нас первый вокзалда поезда встречали, вот эту песню, если вспомните. встречали песни, они пели сперва «Нишекилдеге сіз бізге, нишекилдеге сіз бізге, батмайын шадиңгізге, қадірлі қонақ сіз бізге, не хұрмет етек сізге». Отец уже поет. Арғы яқтан келмедік, бергі яқтан келмедік, сіз сағынғанны білмедік, өзіміз сағынып келдік біз. Деп, шундай такой песнялар пели. Много пели про это. Слух. Идеальный. Ее, говорит, специально на арбу, говорит, сажали. Говорит, давай, они же, это интересно им, татарский язык-то был. И вот она, говорит, все время пела вот это. Заставляли ее. А маленькие же не понимают, а все равно поют там. А татарский язык для них это было интересно. А меня спрашивает это, ребята, соответственно, Миновану, ты здесь на всю жизнь у нас будешь жить? Нет, я говорю, ничего это... Уеду биіктауға. Да, это... Айтамын. Телеграм бағаны шашады. Немес ата, нет, охотник ата қоянға ничего деп. Охотниклар, аталар, біз ятабыз, телеграм бағанасы, шашак атса қайтабыз деп ердеймін. Мен сойым. Если зацветет телеграфный столб, да? Когда я говорю, вот телеграм столба, когда цветет, тогда домой поедем деп. Так и шутный. У дедушки тоже несложная, сложная жизнь была тоже, считаю, он довоенный, послевоенный тоже. Во время войны он был старшиной в взводе, вот у них там был, ну, таким действительно татарином, хитрым, как говорится. Когда
он умер, пришел его однополчанин. Вода Делитылдан. Да, с Волгограда. Оказывается, они здесь трое были, четверо с отцом, четверо были. Замполит был, театральный улица, да, спортивный магазин был. Вот и директор был там, не знаю, замполит, не знаю, политрук кто-то. А один кафе, да, летний кафе, театральный, да. Там работал директором был. А отец инде колхозда работал. Вот отец умер в 72 году. Отец Ульяновского ходил, вот Талгат Тажиддин, мухтиларды, когда выбирали в 71 году, он главный мула белян нашего городской Астраханьда центральный мәчетіндегі старший муллай ходили они на выборға. Гайфетдин Равилді, вот Москва взял, Талгат Тажиддин, главный муфти, его себе оставил. У нас Они дегенде жақсы. Наш отец говорит, муллага говорит, давай мы тоже молодой, муфти себя выберем. Яков, работай, будем работать еще, что, умирать собрался, что ли? Ученики много сейчас Стамбулда учится. Придет без нас, говорит, давай поживем, что вместе, говорит, не выбирай, говорит. А потом он оттуда приехал и заболел, отец мой. Вот, в 72 году умер. Когда лежит в больнице, дома, он говорит, я, говорит, рада, что меня 63 года, как Мухаммед пророка, год жил я уже умираю, не хайвармемчик. не переживай. Не переживаю я наоборот радуюсь, что пророк годана жил. Я как себя считаю, как пророк. Я плачу. Не плачь, душка. Только радуйся, что я пророка года жил. Что я не видел. Про войну никогда не мог рассказать, не мог. Вот, не могу. Расскажи. Вот после его Вада Делитылдан приехал мужчина девятый. Однополчанин. Одна служили. Говорит, так старшина был, ну человек был. Никогда мы голод не видали, никогда не замерзли, никогда мы рваные не ходили. Рассказывал, говорит, он говорит, у него, говорит, лошадь была, тачанка, ну вот это, и снабженцем был он там во взводе. И говорит, мы, говорит, еще не пришли туда, а он уже там. Кухня уже готовая. Уже, говорит, кухня готова, портянки чистые, все и сам. И, говорит, менял в деревнях там портянки-мортянки на спирт, там, на самогон, говорит. И, говорит, наш взвод, говорит, всегда был, говорит, обеспеченный. Он даже, говорит, попал, говорит, как не знаю, говорит, к немцам попал, говорит, что оттуда, говорит, что-то привез. Что он там поменял, говорит, даже, говорит, выбрался живым и что-то не привез. И сам, говорит, даже не понял, говорит, если бы, говорит, узнали бы, говорит, его точно посадили бы, наверное. А он, говорит, в деревню какой-то вошел, и там, он, говорит, пошел менять сразу в деревне, там, что кушать, там, что надо. И вот он все время, говорит, обеспечивал. Как старшина был, он старшина же был. Звание старшина приехал. Вот он говорит, мы всегда, говорит, в теплых валенках, во всех дубленках, говорит, у нас всегда были, говорит,
даже Шесть холодные. она носила. Сытый, обутый, говорит, баню всегда, говорит, обеспечил нам баню всегда, говорит. Ну так вот он рассказывал, он плакал, конечно, сильно плакал, как мы, говорит, видели вот эту войну. А дед-то он никогда не рассказывал. Где Он это? никогда не рассказывал Да, войну, он даже не любил вот этого рассказывать. этого села, да, двое попал, как он в городе, эту кухня, и вот отнимал прямо от него, ее вытолкнул из этого, своей эту дивизию кормил, отец мой. Он говорит, это чуть не нас не стрелял. Да, Мои хитрый, говорит, деда- татарин был, говорит. Но мы, говорит, голодные никогда не ходили. Говорит, Голодные не были даже. Запас у нас даже еды. И мы, говорит, когда голодный, говорит, сидели, он, говорит, уходил, говорит, и на запах, говорит, еды, говорит, и он обязательно, говорит, какую-нибудь полевую кухню, говорит, притаскивал, говорит, нам из другой дивизии. другой дивизион. И двое так попали из одного села, вот я особенно Вооруженский. Ненавидел так, их ненавидел так, прям это. Маленький был, но шустрый был, такой строгой был. Давайте тогда будем Да. усталого. Все, да? Мгм. Песня. Еще одна. Пиши. Я слышу, она поет. А, кстати, любимый исполнитель есть у меня? Да нет, Татарский. любимый исполнитель Сама. Ерлаушы Кумбар дейді онда сізді. Bizde mi Yırlamışlar biz gene. Ben Қазандықлар, затлар, сен есіңде жоқ та енді. unuttum indi. Давно не поют енді. Там пели раньше постоянно. Garmunşe bulsun yarın, garmunşenin parmakları bunları sayın muhabbet anın. Garmunşenin parmakları sayın muhabbet anın. И хорошо, я сейчас гордо. Очень хорошо спели. Спасибо большое.